Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Сегодня мы сделаем прогноз на неделю с 5 по 11 июня. Мы посмотрим, какие же будут события происходить в этот промежуток времени. Единственное, что формат данного прогноза будет немножко не таким, да. Сейчас просто не успеваю записать пассиансы, поэтому сделаю формат оракул на 8 вариантов. Выберите каждый свой. Каюсь, исправлюсь, но пока что вот такой вот будет формат. Итак, первый вариант. Это у нас тоже цыганский оракул. Не пассианс, а оракул, поэтому первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Загадывайте каждый свой вариант, пока я доложу еще по одной карте. Так, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Так, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Выбирайте каждый свой вариант. Так, для тех, кто не успевает, ставьте на паузу видео. Ну, а мы разберем первый вариант. Первый вариант. Нет никаких идей, нет никаких мыслей по какому-то поводу, да. По поводу вполне возможно решения какой-то проблемы, большой проблемы. Большой проблемы может быть что-то связано с документами или с каким-то важным для вас решением. Но пока что время как бы уходит, а что-то предпринимать нужно, а у вас, а вы не знаете, что делать. Будете ждать. Карта говорит о том, что вполне возможно будете в ожидании в каком-то. В ожидании. Так, кто-то в ожидании брачных союзов, кто-то в ожидании предложения брачного союза или какого-то контракта. Мы все ждем, да, может для кого-то это насущная проблема. Так, кто-то в ожидании приготовлений к свадьбе, кто-то уже, может у кого-то на носу свадьба, в ожидании этой свадьбы. И какие-то, может быть, важные проблемы. И не знаете, вот как вам какую-то проблему решить, как вариант. Кто-то в ожидании, вот, если по работе и по бизнесу, тоже в ожидании какого-то союза. Так, следующий вариант, второй у нас, да. Так, переживаем из-за какого-то человека, который вам не нравится, который может быть ваш враг. Или если в отношениях, то может быть это человек, с которым вы расстались, допустим. Или который навязывается к вам навязывается к вам в женихи, допустим, или в невесты, да, вот навязчивый такой человек, да, а вы его уже просто не воспринимаете и терпеть не можете. Вот. Человек за вами следит, присматривает все время, да, вот всячески, а вы не знаете, вот, ну, Господи, как же мне от него отвязаться, ну, что ж мне с этим делать, или от нее, допустим, да, что же мне с этим делать. Так, или что-то вот, или если по работе, бизнесу, ну вот по работе, да, то вот есть у вас какой-то такой вот человек, который постоянно за вами наблюдает, собирает информацию, как бы ударить в спину, как бы, знаете, сделать какую-то подлость, какое-то коварство. Так, и вы, может быть, из-за этого и переживаете. Очень долго это длится. Очень долго длится. И хочется, может быть, даже посещают мысли куда-то уйти, перейти, как вариант. Так.
А что же у нас тут, чем это все разрешится? Да, человек, смотрите, если клиентская база подворовывает людей, обманывает, может наговаривать на вас, лицемерить, сплетни может распускать, деньги может воровать, если бизнес там клиентов, или воровство какое-то, или деньги, может, из кассы. Ну, вот есть тут какая-то подлость, воровство со стороны какого-то человека рядом с вами. И такое ощущение, будто вы об этом знаете или догадываетесь. Ну, вот или в отношениях какой-то ухажер назойливый, просто уже надоел, или дамочка. Так, третий вариант. Третий вариант. Смотрите, ну, а дружба начинается с улыбки, а потом переходит все в любовь, да, то есть тут у нас перерождается все в любовь. И если какие-то договора, вот, работа, бизнес, да, э, подпишите и договора, и союзы какие-то, предложения могут быть. Если в плане отношений, то могут отношения из дружбы переходить в любовь. Также может быть новость от любимого человека. Также вы в отношениях, если вы в отношениях, ваша пара, вы друг другу как и друг, и любовник, и, в общем, все вместе. Вот так вот. Ну, здесь и приобретение, общение с любимой подругой, с любимым другом, общение также может быть для некоторых. Здесь не только о любви, но просто общение с другим, или поход куда-то, или приедет к вам подруга или к друг. Здесь такое тоже может быть. Так, третий, четвертый. Так, четвертый вариант. Вполне возможно, совершили какие-то легкомысленные поступки. Теперь вы почему-то удручены тем, что последствиями, да, удручены вполне возможно последствиями. Что-то можете потерять или что-то пошло не так. Из-за того, что вы как-то легкомысленно повезли себя или в какой-то ситуации, или, может, легкомысленно повели по отношению к финансам, к деньгам. Раз и остались ни с чем. И теперь сидите и думаете: господи, а что же мне теперь дальше делать? Осталась без денег, накупила, пошла себе безделушек каких-то. Так, также или в плане здоровья, да, там сами себя лечим, без врача, да, и какие-то последствия есть. Ну, вот что-то из этой серии. Так, то же самое может касаться и отношений или работы бизнеса, то же самое, да. Из-за каких-то легкомысленных поступков мы теперь грустим, переживаем. Так, пятый вариант, потеря любовника. Смотрите, кто-то может расстаться со своим человеком любимым. То есть здесь может быть разрыв отношений. Здесь может быть разрыв, поссорились с начальником, да, то есть здесь может быть уход. Так, разрыв отношений, да, то есть или вот или в отношениях, или в работе, или разрыв, если у вас бизнес, два партнера, то тоже такой вариант может быть. Что-то пошло не так. То есть кто-то от кого-то уходит, разрыв здесь может быть. Потеря союзника, потеря денег, потеря отношений, разрыв. Но опять-таки это на неделю, да, то есть там, может, помиритесь. Давайте-ка посмотрю. Может, помиритесь. Ну, в принципе, примирение может быть, да, кто-то может дать добрый совет. Тогда может быть примирение. Либо эта ситуация дана вам для того, чтобы вы чему-то научились, чему-то новому. Так.
Четвертый, пятый, шестой. Шестой вариант. Шестой вариант. Шестой вариант. Вполне возможно, вы получите, может быть, какое-то уведомление от некой дамы, которая старше за 40. Скажем так, помощь от такой женщины может быть. Может быть, вы вместе живете. Может быть, возвращение старого друга. Так. Или получение совета от мудрого человека, помощь от такого человека, от взрослой женщины какой-то, молодой девушки от взрослой женщины какая-то помощь, добрый совет или ну, здесь материальная навряд ли, но больше или переписка вот, да, допустим, решили написать своей маме или мама вышла на связь, допустим. Здесь больше о женщине как-то говорится. Получение чего еще? Ну, здесь либо дружба между взрослой женщиной и молодой, скажем так, да. Вот вы вместе дружите, но у вас разный возраст, притом намного, скажем так. Или внучка написала бабушке, бабушка связалась с внучкой или с дочкой. Ну, вот такое вот. Хорошие отношения. Хорошие отношения на этой неделе. Если вы вместе живете, допустим, дочка и мама, да, хорошие отношения в семье. Дружественные, постоянные. Есть еще какая-то некая привязанность друг к другу. Так, седьмой вариант. Седьмой вариант. Застрелиться как весело. Так, седьмой вариант. Вполне возможно, должно быть какое-то событие у вас, и вы не что-то у вас и пошло не так, да, или не знаете, или вам идти на какое-то событие, или к вам должны кто-то, гости какие-то, вот какое-то веселье должно быть. И вы в каком-то отчаянии, господи, что ж делать, Лёлик, все пропало. Так. А тут еще и... Угу. Ну, в принципе, тут не такое уже и веселье хорошее. Для некоторых это кто-то кого-то куда-то провожает. Кто-то в армию. Здесь дело может говорить о том, что либо кто-то приходит из армии, да, и все празднуют это, либо кого-то могут забрать в армию, да. Здесь есть также еще общение с какими-то должностными лицами, с военными или врачами. У некоторых это может быть отстаивание каких-то своих уколы. Здесь у некоторых может быть обращение к доктору и уколы, лечение. И выздоровление у некоторых может быть. Но не так все просто, как казалось. Так. Но у некоторых может быть приглашение. Может быть, какой-то военный приехал на побывку. Вот здесь, то есть празднование может быть. Но не такое веселое веселье, как хотелось бы. Так. Но у некоторых действительно обращение к врачам. Это может и военные обращаться к врачам. Это может быть и не только военные, но какие-то могут быть тут манипуляции с уколами. Так. И восьмой вариант. Надеемся на какую-то удачу, но пока что нет. Может быть, вам кто-то что-то пообещал, и вы на человека надеетесь, но пока что нет. Вы смотрите, человек много гладко стелит, да, вот, жестко спать. Это что-то из той серии. Много обещает, мало что делает.
Человек вам в лицо улыбается, за спиной может сплетни распускать. Человек вам что-то обещает, но абсолютно ничего не делает. Вот это тот вариант. Или на что-то вы рассчитываете, но это сейчас не получится. Вот такой вот прогноз. Всем спасибо за просмотр, лайки, комментарии. Всем пока-пока, до новых видео.